Деньги на инновации молодые ученые Северной Осетии получили гранты на развитие собственных разработок. Они приняли участие в федеральном конкурсе. Всего в интеллектуальном состязании приняли участие около 1500 человек, 9 из Осетии. 5 наших ученых стали победителями. Сумма гранта – 2 миллиона рублей. Как освоят деньги, в материале Сармата Мисикова. Отходы твердых сплавов загружают в специальный аппарат. Получается рыхлая губчатая масса, которую далее измельчают в порошок. Уже из полученной смеси можно изготавливать новые изделия. Они будут отвечать ГОСТу. Создатель уникальной системы переработки отходов Игорь Троценко показывает и рассказывает, как будет работать его аппарат. Наши установки, в принципе, можно уже перерабатывать около 50 килограмм в день. Процесс занимает около 10 минут. Это значительно выгоднее относительно аналогов, которые сейчас существуют. Еще один победитель Юрий Саханский. Над программой автоматического инициирования взрывчатых веществ его команда работает уже много лет. Это направление у нас в стране заморожено с 80-х годов. Теперь молодые осетинские ученые предлагают свою разработку. Все используемые в настоящее время взрывные приборы, они достаточно возрастные, примерно 70-х, 80-х годов прошлого века. Поэтому рынку нужен новый прибор, и мы выйдем на рынок с этим новым прибором. Разработчики уже просчитали экономическую модель проекта и даже определили потребителей и потенциальный рынок сбыта. Вот это небольшое приспособление, по словам автора, способно обеспечить безопасность при сносе зданий или же при добыче полезных ископаемых, за счет того, что оно контролирует все взрывные устройства в цепи. Такие научные проекты, которые в ближайшее время могут встать на конвейер и готовы продавать себя, поддерживает один из старейших фондов республики – Фонд содействия инновациям. Отраден тот факт, что у нас от республики 5 победителей, и 5 победителей по 5 направлениям у нас фактически. И это те направления, которые не являются какими-то футуристическими научными направлениями, а вполне, можно сказать, актуальны и востребованы для нашей республики. Всего в конкурсе принимали участие почти 1400 человек со всей страны, 9 из Осетии. Проекты оценивало экспертное жюри, смотрели на оригинальность разработки и перспективность внедрения. На полученные деньги победители продолжат работу над проектами. Сармат Мисиков, Алан Суанов. Новости Осетии.